Здравствуйте, истинные поклонники искусства! Музыка звучит в наших сердцах и живет у каждого в душе. Хорошо, что она есть, ведь она поднимает настроение, успокаивает, заряжает и вдохновляет и радует. Проект «Елкен Парус» детско-юношеского телеканала «Тамыр» дал возможность зрителям насладиться родной музыкой, а юным талантам подняться на новый уровень. Конкурсанты, исполняя родную музыку, дали новое звучание творчеству выдающихся композиторов Башкортостана. Открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки проводится по 4 номинациям: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. На отборочный тур второго телеконкурса «Елкен» мы приняли 186 заявок со всей республики. Уже на конкурсном туре юные музыканты получили возможность выступить перед камерой. Конечно, это очень волнительно, да еще и перед такими жюри. Зато юные музыканты смогли пообщаться с именитыми музыкантами и получили бесценный опыт. На протяжении всего конкурса уважаемые члены жюри были опорой для юных музыкантов, создавали теплую творческую атмосферу, давали ценные советы, переживали за каждого. Многие учатся в музыкальной школе, но занятия им даются нелегко. Надо много трудиться, учить бесконечные гаммы, этюды, петь сольфеджио, запоминать правила, разбирать новые пьесы и стараться подружиться со своим капризным инструментом. А когда девочки выбирают баян, это прям героический подвиг. Баян – особенный инструмент. У всех народов в мире есть свои национальные инструменты. У русских таким инструментом по праву может считаться баян. Мало, наверное, кто знает, что прародителем всеми любимого баяна стал восточный музыкальный инструмент шен, в основу извлечения звука которого, как и в баяне, был заложен язычковый принцип. Исследователи полагают, что он появился более 2-3 тысяч лет назад и стал распространяться в Китае, Бирме, Лаосе и Тибете. Шен представлял собой корпус с бамбуковыми трубочками по бокам, внутри которых находились медные язычки. Как только Анастасия садится играть на баяне, лицо преображается, пальцы начинают бегать сверху вниз и льется мелодия. Прямо сердце замирает. Давайте слушать вместе. Мне попался номер 10. Я рада этому числу, потому что для меня оно счастливое. Лауреат второго телеконкурса юных исполнителей башкирской классической музыки Анастасия Попова.
У нас девушка сегодня прям одна крепче другой. И Да, да. Прям шикарное исполнение. Спасибо большое. Большая молодец. Спасибо за то, что принимаешь участие в данном конкурсе. Вообще, я лично прям заслушался. Так, все было здорово и смотреть, и слушать. Все гармонично. Прям даже вопросов не возникает. Почти безупречное исполнение. Поэтому спасибо за то, что ты действительно принимаешь участие, и желаю тебе успехов. Спасибо большое. Поздравляю тебя с выступлением. Действительно, просто здорово. Заслушались, засмотрелись. Ну и у меня только вот один вопрос такой. Получается, ты в 5 лет начала играть на баяне, да? Да. А что тебя сподвигло выбрать этот инструмент? Ты кого-то услышала или что? Как, Ну, почему? когда я ходила в детский садик, у нас преподавала мой преподаватель Баталова Эльза Фанисовна. И на каком-то концерте выступали ее ученики. И я смотрела и думала, а если я так буду играть? И я решила именно пойти к Эльзе Фанисовне, и меня притянуло к баяну. Ну, здорово. Мне кажется, ты 100% нашла свой инструмент. Вот. Желаю тебе успехов, удачи и надеюсь, скоро тебя еще увидим неоднократно на сценах. Спасибо большое. Настенька, как мне приятно видеть, как ты растешь. Ты ведь выступала уже с Национальным симфоническим оркестром в дуэте, правильно я помню? Да. Несколько лет назад. Тогда наш дирижер Дмитрий Крюков ставил ваш номер, двух милых девочек, в пример оркестру в качестве ритма. Как вы ритмично играли. Я это очень хорошо запомнил, ваше выступление. Мне очень приятно видеть, как ты растешь профессионально. Абсолютно виртуозная девушка. Я бы тебе, конечно, порекомендовал держать вожжи, потому что у нас всегда у музыкантов есть такой порог, когда ты еще успеваешь контролировать, а потом, когда ты уже не можешь контролировать свои эмоции и скорость движения своих пальчиков. Поэтому держи вожжи. А так, в целом, очень хорошо, очень убедительно. И я действительно получил большое удовольствие. Спасибо тебе. большое вам. Знаете, коллеги, мне кажется, когда в нашем конкурсе, в котором звучит исключительно башкирская музыка, народная и авторская, появляется голубоглазая блондинка Настя и с чисто башкирским таким очень Колоритом, да? колоритом играет это произведение, по-моему, вот это дорогого стоит. Настя, спасибо тебе большое, что ты Очень приехала на наш конкурс и так аутентично исполнила это произведение. Молодец. Спасибо большое. Настя, это тебе. Ты большая молодец. Держи. Как же ты выступила? Выступила я хорошо, никакого волнения не было. В первый раз, конечно же, будет, но я уже привыкшая. Как сделать так, чтобы ваши ученики любили и народную музыку? В первую очередь должен педагог любить. Если он любит, значит, всю свою любовь он передаст своим ученикам. Игра на баяне довольно трудное дело, а владеть баяном могут только те, кто приложит максимум упорства, внимания и усидчивости. Сегодня девочка, играющая на баяне, большая редкость. Анастасия покорила нас своим большим талантом и харизмой. Попова Анастасия – воспитанник детской музыкальной школы в деревне Субханкулово Туймазинского района. Несмотря на юный возраст, она уже лауреат республиканских, всероссийских фестивалей и конкурсов. А в прошлом году она вошла в книгу Российской энциклопедии детских достижений. Ее первые шаги в музыке начались с 3-летнего возраста. Благодаря своему педагогу Эльзе Фанисовне она очень полюбила баян. Анастасия очень верит в великую, чарующую силу музыки и в будущем хочет стать известным музыкантом. Какой важный конкурс придумал наш телеканал «Тамыр», какие эмоции испытали конкурсанты в этом уникальном проекте. Мне кажется, после такого конкурса у многих людей появится интерес к искусству, а это очень важно. Мне все очень понравилось, репетиция прошла быстро.
В одном месте были помарки, но все же я сыграла в темпе, который сыграл Дмитрий Крюков, фортепиано. Для меня это огромная честь, я очень ему благодарна своему педагогу, благодаря ей мы встретились с ним. Вообще первый раз я Настю встретила в детском садике. Я работала музыкальным руководителем по совместительству. Она со мной вместе с 3 лет. И я увидела у нее тягу к музыке. Не только к музыке, а вот именно к инструменту баян. Она очень талантливая девочка, трудолюбивая девочка. И мы на самом деле серьезно готовимся именно поступать в музыкальный колледж по классу баян. Мы такие хитрости делаем, естественно. Я где-то прошу поменять оркестровку, упростить, чтобы минимизировать вот этот момент возможной несостыковки с оркестром, потому что взрослый человек, он готов в любой момент исполнения что-то изменить, замедлить, ускорить, поймать оркестр. Ребенок к этому не готов, и приходится в этом смысле, в кавычках, мы так говорим, химичить немножко. Дети выходят на сцену, играют с оркестром здесь, вот это самое главное. Уровень детей действительно высокий, это очень приятно. Довольно интересное произведение они выбрали. Мне кажется, что для их уровня развития на данный момент это оптимальный со всех сторон вариант исполнения именно такой программы, именно такой длины, такой сложности. Молодец, браво! Делаем все для того, чтобы дети выглядели ярко, совершенно, и чтобы не было видно никаких дефектов, которые пока в силу возраста присутствуют. Вот это наша задача. Молодец. Оркестр и Дмитрий Сергеевич, они были со мной на одной волне. Когда я играла, у меня была буря эмоций, мне очень понравилось, я очень счастлива. Это всегда радость. Это радость, когда твой ученик выступает на сцене с национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан. Это гордость. Тем более для нашего маленького поселка Субханкулова. Это шикарный конкурс. Башкортостан, он сам по себе процветает. Здесь очень много талантливых детей. И мне очень приятно, что требования именно башкирских композиторов. Вы знаете, ведь сколько красивой музыки именно у нас в Башкортостане. Какие талантливые композиторы. Например, Нурдаутов. У него замечательные произведения «Фатима», «Одиночество». Вот в этот раз мы играем его произведение «Не забудь». В конкурсе звучали наши родные мелодии, вошедшие в сокровищницу башкирской культуры. Огромное спасибо композиторам, которые пишут вечную музыку. Мы с удовольствием играем и слушаем родные мелодии. Для финального тура Анастасия выбрала произведение известного башкирского композитора Нура Даутова. Композитор своей красивой и чудесной музыкой завоевал сердца многих. Играют его музыку не только в нашей республике, но и за ее пределами. Он родился в музыкальной семье. С детства научился играть на многих инструментах. Рано выучил нотную грамоту. Закончил Уфимский государственный институт искусств у профессора Загира Исмагилова. Нур Даутов является автором детских опер, вокально-симфонических циклов, кантат, сюит, увертюр, сонат,
Только для Национального оркестра народных инструментов он написал более 30 произведений. Для меня, как для композитора, это огромная гордость о том, что меня играют. Это самое большое счастье. Самое интересное, сегодня девочка играла ту песню, которую я написал 40 лет назад. И она живет именно в будущих поколениях. Это большая гордость и большое счастье. Еще я хотел сказать, что я чувствую огромный долг. Я должен много для детей писать, оказывается. Телеконкурс «Елькян» осуществил мечту многих юных музыкантов, дал вдохновение, заряд энергии и детям, и педагогам, и композиторам, и даже нам. Ребята, вы молодцы, старались, стремились, и вот вы сейчас на одной сцене с главным оркестром республики. Сейчас нам режиссер рассказал, что да как мы будем выходить, все по пунктам. Ну, сильного волнения нет, но есть немножко такой мандраж. Я обязана сыграть отлично и не подвести своего педагога. Сегодня финальный аккорд нашего замечательного проекта, в котором дети показывают, я на бантик завяжу, дети показывают все, на что они способны. Пусть у них вот этот бантик будет на красоту и на радость. Нур Даутов, «Ты не забудь». Исполняет ученица детской школы искусств села Субханкулова Туймазинского района Анастасия Попова. Я очень рада своим местом. Я считаю, да, заслуженно, потому что в некоторых местах были помарки, но все же я собралась, сыграла. Хочу выразить огромную благодарность Национальному симфоническому оркестру и уважаемому маэстро Дмитрию Сергеевичу Крюкову, педагогу Баталовой Эльзе Фанисовне, то, что меня подготовило к этому телевизионному конкурсу. Мне очень понравился конкурс, он меня вдохновил, но я буду больше и больше стараться и также покорять сердца зрителей. Замечательный проект, особенно для талантливых детей. Это перспектива будущее.
Замечательно, когда дети играют с симфоническим оркестром. Они учатся всему. Они учатся красоте игры. Они учатся эстетике выступления на сцене большого зала концертного Башкортостан. Вы знаете, это даже, можно сказать, воспитание, это культура нашего блага, музыкального искусства. Пожелание, пускай наши детишки будут самые счастливые дети на свете. На всей планете наши башкирские дети будут самые счастливые. Я хочу поздравить всех жителей республики, всех, кто имеет отношение к этому проекту, всех участников, педагогов, родителей, всех тех, кто его делает, с таким замечательным конкурсом. И пожелать долгих лет жизни этому конкурсу и пожелать ему открывать как можно больше ярких, талантливых звезд. Конкурс «Елькян» объединил всех творческих людей. Этот конкурс не только личное развитие участников, но и повышение авторитета педагогов и музыкальных школ. Значит, наш парус выбрал правильное направление. До новых встреч, друзья!